Здравствуйте! Это информационный выпуск «Сегодня». В студии Олег Плиев. Смотрите в выпуске. В Госдрамтеатре прошло торжественное награждение лауреатов премии имени Костаха Тагурова. С приветственной речью к зрителям обратился президент Алан Гаглоев. Открытие памятника основоположнику осетинского литературного языка состоялось в селе Знаур. На открытии присутствовали президент Алан Гаглоев и экс-президент Леонид Чиберов. Южная Осетия получит 22 квоты на обучение в российских вузах. Данная информация была озвучена руководителем представительства Россотрудничества в Южной Осетии Сергеем Комиссаровым. Торжественное награждение лауреатов премии имени Костаха Тагурова состоялось в Госдрамтеатре в столице республики. С приветственной речью к присутствующим обратился президент Алан Гаглоев, отметив значимость самой фигуры поэта и его творчества для всех осетин. Всего награды удостоились 5 авторов и 2 организации. Торжественное награждение завершилось концертной программой. Уважаемые телезрители, приносим свои извинения, но данный материал будет представлен чуть позже. В селе Знаур торжественно открыли памятник основоположнику осетинского литературного языка Костахе Тагурову. Идея и реализация, как сказал Алан Гаглоев, принадлежит Леониду Гаглоеву, который активно участвует в жизни села. На открытии памятника школьники декламировали стихи поэта, а в конце состоялась концертная программа. К юбилею основоположника осетинского литературного языка, поэта, прозаика, драматурга, художника Костали Ивановича Хитагурова в центре поселка открыли в торжественной обстановке памятник. Как отметили знаурцы, этого события они ждали давно. Открытие памятника Костахе Тагурову собрало представителей руководства республики во главе с президентом Аланом Гаглоевым, парламента, общественности. На торжество позвали и глав остальных районов республики. Знаурцы продемонстрировали все великолепие осетинского гостеприимства. Znauра rayonu der, Olu rayonu der, na stolica je der. Открывая торжество, к собравшимся обратился глава Знаурского района Алан Кубозов. Он отметил значимость памятных мероприятий, приуроченных ко дню рождения великого поэта. Сегодня мы должны передавать память поколениям. Потомки обязаны чтить великое наследие Костахи Тагурова. Алан Кубозов рассказал, что идея установления памятника принадлежит выходцу из Знаурского района Леониду Гаглоеву. Все финансовые расходы он взял на себя. Скульптуру изваял заслуженный художник Российской Федерации, народный художник Южной Осетии Николай Дзукаев. Сегодня мы открыли памятник великому гению, внесшему неоценимый вклад не только в литературное, поэтическое и публицистическое пространство, но и в уникальный вид изобразительного искусства, в живопись, сказал президент.
Третий президент Республики Южная Осетия Леонид Тибилов отметил, что сегодняшнее важное событие, несомненно, останется в истории. Leonid İsa Köftekatı keşfeden خبر بناتی محاط بوم خوندش شدن یوم رزمه زکیه و در شوجن مقام یوم از نور منچه منور در نسل کنن تنگ زدیوگه که باشدن آدم هایی. اما فنده زخم شتر بوزنید من حالچی با فلپون کود تاسه سرچبنم میرسمر ایساق فرقیانید یسرم بونم بیره و اتزاسم و کتفیت توناف گوستم من افیم کود تارم ازردم فشدی من زاختون زنه که گوکن آیود نمن گی مختر سرستم اما مختر هم خواهد رایستم اما این بانتستی ها بود اما ویبت نومی سگاتی رسول نومی و زخم شتر بوزنید اما ارمستر شد سرم تکارچین کنه و کوستا افلاین یا نوم من این یفجاکست روح کنه وی خصوصاً نیتن در آخر مرترا کنه من اون کوستا لیوان مفید خیطه جو بایزد تکتی ایرون مسین ایرون مرست بودن خوزدر موندن برد. Леонид Гаглоев активно участвует в жизни района и вносит свой вклад в развитие подрастающего поколения, поддерживая их на многих конкурсах и спортивных мероприятиях. Например, на ежегодном районном конкурсе «Ученик года» победители получают денежную премию в размере 50 тысяч рублей. Леонид Гаглоев отметил, что идея установления памятника возникла давно. Категорически кутой Лермонтовен памятник. Меньше хитекаты костауди катченозак. Маум захтафта. Пускай поэзия Лермонтова жжет ваши сердца и вызывает чувство правды. Мендер фендиме ошешет маку касот. Торжество продолжилось выступлениями, звучали стихи Коста, отрывки из его произведений. Костал мохан бондар сарагос, барзондайна фалгосуи бма. Аватца газиазар дарухсу махай, кеканам абун стыр барак бун ам. Да сау базырта, да ты садибы, да хутка быта. خسموزارم کزونیس و دپادزا خندارم مایر فسیبه دچینای دقیقای فلاستو مسال زردادار سمامن کنزنا دچست دسیگای نخوای فاول دمامور. Торжественная церемония открытия памятника Косту Хитагурову завершилась концертной программой. Алена Утаева, Заур Устаева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Президент Алан Гаглоев поздравил министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова с днем рождения. В поздравительном послании, в частности, говорится: «Уважаемый Валерий Николаевич, рад приятной возможности направить вам сердечные поздравления по случаю дня вашего рождения. Безупречная многолетняя государственная деятельность, чувство долга и активная гражданская позиция позволяют вам плодотворно и эффективно трудиться на посту министра науки и высшего образования Российской Федерации. От души желаю вам, уважаемый Валерий Николаевич, крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой жизненной энергии, дальнейших успехов в вашей государственной деятельности на благо народа Российской Федерации». Конец цитаты. В Евросоюзе нарастает негодование по поводу принимаемых законов в Грузии. По всей видимости, противостояние Запада и Грузии продолжится. Более того, Европейский совет на саммите в Брюсселе заявил, что процесс вхождения Грузии в состав ЕС остановлен. Более подробную аналитику происходящих событий смотрите далее.
Запад и Грузия продолжают грызться. На фоне предвыборной кампании официальный Тбилиси все чаще стал выказывать непослушание. Парламентарии, несмотря на протесты, протащили закон об иноагентах. Далее, несмотря на еще большие угрозы, в Грузии приняли закон о запрете ставшего уже очень популярным в Закавказской республике ЛГБТ-движения. Европейские чиновники недовольны. Многие открыто угрожают властям санкциями и прочими ограничительными мерами. Брюссель явно раздражен стараниями нынешнего грузинского руководства придерживаться пока что нейтрального курса. Многие эксперты считают, что Грузия просто хочет получить большие дивиденды, поэтому позиция душа нараспашку как-никак кстати. В тех решениях, в тех действиях, которые были предприняты со стороны правящей партии «Грузинская мечта» во главе с ее почетным председателем Бидзина Иванишвили. Значит, за последние годы они планомерно начали такой пока достаточно медленный и осторожный, но затем все более активный разворот от однобокой прозападной ориентации в сторону, скажем так, многовекторного развития, в сторону многовекторной ориентации Грузии. И в основе этого процесса, в общем-то, лежат не какие-то политические соображения, а сугубо экономические факторы на самом деле. Хотя, конечно же, за последний год грузинская мечта предприняла достаточно такие активные шаги законодательного характера, чтобы вот этот такой определенный разворот своей политики оформить с точки зрения идеологии. Я имею в виду, значит, принятие комплекса законов против ЛГБТ, в защиту, значит, традиционных ценностей, в защиту семьи и так далее, и так далее. Выгода, большой куш, на который рассчитывает Грузия, заставила властей на время отказаться и от исторической грузинской мечты быть в составе ЕС. Европейский совет по итогам саммита в Брюсселе заявил, что процесс вступления Грузии в Евросоюз де-факто остановлен. Евродепутаты считают, что действия грузинских властей противоречат европейским ценностям, а как хорошо все начиналось. Предъявляют претензии ее как бы прежние патроны на Западе, требуя от нее отработки вложенных средств и отработки тех заказов, которые Грузия прежде слепо выполняла, не считаясь ни с своими национальными интересами, ни с как бы соображениями собственной безопасности. И чем дальше, тем больше, значит, это давление со стороны западных стран начало усиливаться, и мы видим, что накануне парламентских выборов в Грузии это давление, оно приобрело буквально тотальный характер. То есть вводятся санкции, как бы пока что достаточно адресные, но всем понятно, что это только начало. На Западе не скрывают, что заинтересованы в смене власти, как всегда, неважно каким путем. А радикальный сторонник прозападного вектора Михаил Саакашвили снова в тренде. На борьбу с инакомыслием Запад не жалеет сил и средств, вовлекая молодежь в протестные акции и всякого рода молодежные проекты. Сейчас на авансцену в Грузии выходит новое поколение. Новое поколение, которое воспитано, значит, в системе образования, в прозападной системе образования. Совершенно на других учебниках, которые совершенно не помнят о каком-то там общем прошлом, о каких-то других факторах. То есть, как мы знаем, там все содержание школьного образования в Грузии, оно давным-давно переделано под западную кальку. Это дало результат в плане того, что сейчас эта молодежь, она идеологическим образом заряжена. В Южной Осетии хорошо знают о том, как Грузия может перевоплощаться, менять риторику, когда есть выгода. Вот и сейчас, исходя из собственных интересов, они нарушают правила игры. Ай, Грузия, знать она сильна. С того, опять-таки, разворота Михаила Саакашвили в сторону слепой западной ориентации, Грузия активно использовалась в качестве плацдарма, значит, против России, против Ирана, ну и против любой страны, которая, значит, чей курс противоречил интересам, опять-таки, Соединенных Штатов и стран Запада. Поэтому они начали, исходя из своих экономических интересов, они начали этот разворот. И на протяжении определенного количества лет они пытались играть на всех фронтах. То есть они начали выстраивать достаточно тесные отношения, партнерские отношения с Китаем, с Турцией и Азербайджаном, у них очень тесное сотрудничество идет. Они попытались сохранить сотрудничество с Европой. В контексте предвыборной гонки чаще стали звучать обещания о восстановлении территориальной целостности. Но мы-то хорошо знаем, что это стало своего рода визитной карточкой политиков во все выборные времена. Яна Плиева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. Уважаемые телезрители, ранее представленный материал уже готов к выпуску, и далее вы увидите торжественное награждение лауреатов премии имени Костахета Гурова.
В Госдрамтеатре состоялось торжественное награждение лауреатов премии имени Коста Хитагурова. В своей речи президент Алан Гаглоев отметил, что наследие великого Коста значимо для каждого осетина. Все мы выросли на его произведениях, а каждое слово поэта наполнено любовью к Отечеству. Огромная честь выступать в этом зале сегодня в честь юбилея великого сына остинского народа, непоколебимого борца за его счастье, основоположника остинской литературы и литературного языка Костали Ивановича Хитагурова. Он прекрасно понимал, любить свой народ значит бороться за его лучшее будущее. Чтобы воспеть мечты осетина, красоту родной природы, нужны были необычайной силы талант, отзывчивая душа и безмерная любовь к родине. Коста, как великая личность, обладал всеми этими качествами. Художественное творчество и общественная деятельность поэта составили целую эпоху в истории остинского народа. Масштабные праздничные мероприятия в честь юбилейной даты проходят в Москве, Санкт-Петербурге, на юге и на севере Оседи. Везде, где жив дух осетин, добавил президент. Сегодня наш долг сохранить священное наследие выдающегося сына своего народа, заключил Алан Гаглоев. Долг сохранить священное наследие великого поэта. Его призыв к единству и сплочению актуален и сегодня. Обун работам был там шамаян. Янумен скоткана на нумжет урдиотчен ирунодаман. Сафаста расухт фачину вахта. Дунан сахистарда кудовдовканч. Офтахдовканч доркана кастафа. Премия Коста Хитагурова присуждается за выдающиеся достижения в 5 номинациях: литературе, искусстве, остинской филологии, публицистике и в области исторических наук. За трехтомный научный труд «Энциклопедия Остинской Нартиады» премия была присвоена первому президенту Республики Южная Осетия профессору Людвигу Чибирову. Почетное звание лауреата имени Коста Хитагурова в области литературы было присвоено поэту Сергею Плиеву за 3 сборника поэтических произведений «Звуки песни», «Зараджи Залта», «Боль души», «Ударстета» и «Голос предков» «Фадалта Калас». Лауреатами государственной премии также стали Инал Тибилов за работу «Генезис и эволюция малоэпической формы в остинской литературе конца 19-го, начала 20-х веков. Ирбек Алборта за серию иллюстраций к произведениям Коста Хитагурова и нартовскому эпосу. Также премия была присуждена Георгию Шавлохову за произведение «Триумфальная арка» в честь победы остинского народа в Отечественной войне 1989-2008 годов. Премия была присуждена старейшей газете «Хурзарин», которая в этом году отметила 100-летний юбилей. Оштаешада Ахшайфонс, аж юбилей сатан премии. Мама нахигажет это, шадажа шахашт. Руководитель медиахолдинга ЮОГУ ТВ Алла Джиоева выразила слова огромной благодарности за признание их заслуг, внесенных в развитие остинской тележурналистики. Президент поздравил лауреатов, отметив, что они все вносят огромный вклад в развитие отечественной литературы и культуры. Лауреат премии Коста Хитагурова Сергей Плиев поблагодарил всех причастных за выпуск его книг и за высокую оценку его трудов.
Торжественное собрание завершилось концертной программой. Анжела Кукоева, Рауль Кочев, Сармат Гузитаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Старшеклассники Южной Осетии уже могут подавать заявки на конкурс для обучения в вузах РФ. Программа, способствующая поступлению юго-осетинских школьников в вузы России, продолжается представительством организации Россотрудничества. Абитуриентам доступна регистрация на сайте с 7 октября по 15 января следующего года. К тому же на предстоящий учебный год впервые появилось место на факультет архитектура и строительный дизайн. Подробности далее. В ходе пресс-конференции руководитель представительства Россотрудничества Сергей Комиссаров рассказал о ключевых вопросах обучения в российских вузах, правилах поступления, озвучил и количество квот, предоставляемых для абитуриентов Южной Осетии. Совместно с Министерством образования в начале следующего месяца будет проведена очная консультация со старшеклассниками, которые решили получить высшее образование в российских вузах по квотам. Абитуриентам и их родителям предоставят необходимую информацию. Программа правительства Российской Федерации по предоставлению иностранным гражданам, лицам без гражданства и соотечественникам, проживающим за рубежом, возможностью получить высшее образование в российских вузах, в том числе и на льготной основе, она существует очень давно и с каждым годом растет. Закрытие ее в ближайшее время не планируется. Более того, в настоящий момент президентом дано поручение рассмотреть вопрос, изыскать возможности об увеличении количества иностранных студентов российских вузов до 500 000. Глава Русского дома сообщил, что в текущем году регистрация для юго-осетинских граждан открылась 7 октября. Таким образом, всем желающим необходимо зарегистрироваться на сайте и заполнить заявку. Заявления будут приниматься до 15 января следующего года. В текущем году мы открыли регистрацию для граждан Южной Осетии. Сейчас всем желающим имеется возможность зайти на сайт educationinrussia.com и подать заявление. Хотели бы, имея такую возможность, обратиться к потенциальным абитуриентам, не затягивать этот процесс, потому что модерация заявлений проходит в ручном режиме, и нам необходимо будет обработать анкеты, заявления, желательно до 15 числа, чтобы мы уже завершили обработку. Сергей Комиссаров добавил, что Южная Осетия получит 22 квоты. В этом году впервые предоставляется одно место на факультет архитектура и строительный дизайн. Кроме того, через Россотрудничество предоставлено еще одно место в российский вуз по линии МЧС. Количество квот, предоставляемых Южной Осетии, не меняется. Мы получаем по 22 места. Зато существенно в этом году изменился набор специальностей, на которые могут претендовать выпускники школ. В текущем году мы получили возможность предоставить 4 места по специальностям математика, физика, информатика и компьютерно-информационной науки. В этом году 2 места предоставляется и электроника, радиоэлектроника, системы связи, электро- и теплосложение, машиностроение. Линии Министерства сельского хозяйства в этом году предоставлено 3 места. По линии ФТС в этом году сокращение. Против 6 мест в прошлом году мы получили всего 2 вакансии. Но на любые, опять же, направления будет принимать ростовский филиал. Также в рамках квотной программы абитуриенты могут поступить на факультет журналистики. 2 места предоставлено для тех, кто хочет выбрать преподавательскую деятельность, и 2 на медицинские специальности. Глава Русского дома Сергей Комиссаров посоветовал абитуриентам при поступлении выбирать не менее 5-6 вузов в целях сохранения шансов на поступление. Комиссаров рассказал журналистам и о проектах образовательного характера, подготовленных Россотрудничеством. Алена Утаева, Айда Кочева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.
Заслуженный художник Республики Южная Осетия Михаил Кулумбеков провел мастер-класс для студентов Цхинвальского художественного училища. Мастер поделился своим опытом и жизненной философией по отношению к ремеслу, а также рассказал о планах на будущее. Репортаж из художественного училища имени Махарбека Туганова смотрите далее. Цхинвальское художественное училище имени Махарбека Туганова посетил художник и скульптор, заслуженный художник Республики Южная Осетия Михаил Кулумбеков. Живописец пообщался со студентами учебного заведения и провел мастер-класс. Я эту работу уже вижу на процессе. Представляете? Я столько уже работаю, что я знаю, что получится. Вот мастерство, запомните, никто вам не принесет на подносе. Надо работать, и все получится. Михаил Вахтангович также рассказал о периоде учебы в стенах Цхинвальского училища, о своих учениках, которые стали студентами престижных художественных российских вузов. У художников особое мировоззрение. Как и всем творческим натурам, нам нужны эмоции, отметил живописец. Поэтому мы всегда в поисках прекрасного. А что может быть прекраснее и роднее, чем дом? Моя Южная Осетия. Михаил Кулумбеков живет и работает в подмосковном Голицыно. Мастер отметил, что сейчас он пишет больше этюды и поделился со студентами ближайшими планами. Сейчас у меня выставка через месяц в Минске, Осетия, Москва, Минск. 3 города. Я Осетию уже сделал, работу 6 сделал. Минск сейчас еще поеду, я был, а Москва у меня где-то точно. Мастер работает, что называется, на одном дыхании. Живописец создает этот нежный букет стремительным жестом на глазах восхищенного зрителя. Это в Москве не говорят. Когда городской пишу, да ладно, на одном дыхании. Иди напиши. Ничего. Я не буду говорить. В Явдонове, там это было лет 10 назад. 3 художника с Северной Осетии. Пока они тюбики выдавили, я уже метр на 70 пейзаж написал. Надо в чем Бухара. Работая в стремительной технике мастихином, автор пишет свои полотна в традициях импрессионизма, что делает его картины живыми в ощущении и созерцании. Сиюминутно схваченный мотив и настроение остается в его живописи и в сердцах ценителей искусства навсегда. Эльвира Тибилова, Владислав Пащенко, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Завтра, 19 октября, во Дворце спорта «Олимп» состоится республиканский турнир по вольной борьбе памяти защитника Отечества, кавалера ордена Уацамонга Суслана Габараева. Турнир проводится во 2-й раз. За главные призы соревнований будут бороться лучшие юные борцы Южной и Северной Осетии. Схватки спортсменов начнутся в 10 часов, а торжественное открытие состоится в 13 часов. Далее прогноз погоды на завтра. В республике завтра переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 11, ночью плюс 7. В Дзауском районе дождь, днем плюс 8, ночью плюс 5. В городе Квайса дождь со снегом, днем плюс 5, ночью плюс 3. В Ленигорском районе днем плюс 11, ночью плюс 6. В Цхинвале утром также небольшой дождь, днем плюс 10, ночью плюс 7. У меня на этом все. Всего доброго, до свидания.